привет! Добро пожаловать на канал Пружанской библиотеки. Если вы, как и я, любитель почитать осенними вечерами книги о призраках, колдовстве и мистических существах, то эта подборка для вас. Устраивайтесь поудобней, мы начинаем! И открывает нашу подборку книга американского писателя XIX века Генри Джеймса «Няня». Это сборник его лучших готических повестей и рассказов. Генри Джеймс считается классиком ужасов. Особенно выделяется в его книге повесть «Поворот винта», которую Стивен Кинг считал лучшей готической новеллой. О чем же в ней речь? Однажды несколько человек собираются возле камина и рассказывают различные жуткие истории. И один из них, Дуглас, предлагает прочитать рукопись женщины, которая утверждала, что эти события произошли на самом деле. Когда она была юной гувернанткой, то служила в поместье Блай и пыталась спасти детей-сирот от призраков. Реальны эти призраки или это плод ее воображения? Судите сами. I have a story. A ghost story. Следующая книга тоже XIX века. В ней главный персонаж настолько стал известным, что потом было снято столько фильмов и написано столько книг. И говорю я, конечно, о графе Дракуле из книги Брэма Стокера. Граф Дракула – классический вампир в этой книге. Он боится чеснока и распятий, но в то же время он очень могущественный вампир, который всех держит в страхе. Брэм Стокер изобразил в своей книге вампиризм как болезнь, и в то же время он не избежал магии и мистики. Добро пожаловать. Надеюсь, что вы принесете сюда немножечко счастья. Граф Дракула? Да, я Дракула. И я рад видеть вас, мистер Харкер, в своем доме. Входите. Надеюсь, вы простите меня за то, что я не составлю вам компании. Дело в том, что я уже ужинал, и я никогда не пью вина. Это ваш предок? Вы очень похожи. Герб рода Дракул. Дракон. Мои предки поклялись защищать святую церковь от всех врагов Христовых. Но наши отношения оказались не совсем удачными. О, ясно. Здесь нет ничего смешного. Роду Дракул есть чем гордиться. Еще ни одному воину не удалось превзойти Аттилу, а его кровь течет в этих жилах. Кровь.
умереть. Говоря о классических книгах ужаса, нельзя забывать и о наших классических писателях. Николай Гоголь написал много мистических произведений. Например, повесть «Вий». Это яркая и пугающая история противостояния обычного семинаристы Хомы Брута и настоящей пугающей ведьмы. Кто выйдет победителем в этой битве? И кто такой Вий? Ответы ищите в книге. Сгинь! Современные писатели тоже дарят нам много интересных и пугающих книг. Например, Татьяна Корсакова. Ее считают королевой мистического романа. Она пишет книги, основываясь на народных легендах и преданиях. Если вы не знакомы с творчеством этого писателя, то лучше вам начинать с ее повести «Девятый ангел». Она небольшая, но настолько завораживающая и интересная. О чем же в ней речь? О молодой девушке Юле, которая рано теряет свою мать, и с ней начинают происходить удивительные вещи. Она начинает слышать призраков. Ее задача – помочь этим призракам и в то же время помочь себе. Следующая книга известного русского автора Евгения Гаглоева «Чернокнижец». Название говорит само за себя. Главный герой – Денис Чернокнижец, колдун. Харизматичный, молодой, который сражается со злом и пытается разгадать ритуальные убийства в деревне Белогоры. Что же вы найдете в этой книге? Динамичный сюжет, мистику и, конечно же, вечную тему борьбы добра со злом. И последняя книга из нашей подборки белорусского автора Галины Перун «Закоханый скитень». Это история о простой белорусской девушке Нине, которая однажды встречает оборотня и узнает о проклятии, которое властвует на ее землях. Ее задача теперь спасти от проклятия и себя, и целые семьи ее односельчан. Получится ли это у нее? Прочитайте и узнаете. Все эти книги ждут вас в библиотеках города Пружаны. Желаем вам теплых осенних вечеров, приятного чтения и до новых встреч. Пока-пока!